СИЗО в Душанбе прошел судебный процесс над Аразом Вазирбековым. В результате ударов по Украине поражены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Обломки сбиты украинскими военными, ракеты упали на территорию Молдовы. Ильхам Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для переговоров. В пятницу 28 октября этого года в Душанбе в СИЗО ГКНБ Таджикистана начался закрытый судебный процесс над гражданским активистом и лидером памирской диаспоры в России Оразом Вазирбековым. Об этом на условиях анонимности независимой журналистки Анори Саркоровой сообщил источник в правоохранительных органах Таджикистана. 45-летнего активиста обвиняют по статьям 307 часть 2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя с использованием интернета», 187 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Преступная организация», а также по статье 245 «Присвоение или растрата». По информации источника, первое судебное заседание прошло в закрытом режиме в СИЗО ГКНБ Душанбе, где подсудимый содержится с момента своего ареста. Адвоката у Ораза Вазирбекова нет, семья не смогла найти в Таджикистане ни одного адвоката, готового защитить интересы общественного активиста. Известно, что следствие предоставило ему государственного защитника, сообщает Анура Саркорова. Она также со ссылкой на свой источник утверждает, что Ораз Вазирбеков был подвергнут пыткам. Следственные органы Таджикистана до сих пор ни разу не комментировали уголовное дело против Ораза Вазирбекова, его экстрадицию из России и начале судебного процесса над ним. На днях радио «Озоди» сообщало, что вдобавок к публичным призывам к свержению власти и организации преступного сообщества в деле Ораза Вазирбекова появилось обвинение в растрате средств, собранных уроженцами ГБАУ для помощи жертвам событий лета 2012 года. Близкие Вазирбекова категорически отрицают эти обвинения. В результате ударов по Украине утром 31 октября поражены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны, около 100 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в 7 областях Украины, написал Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. Шмыгаль написал, что в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковских областях продолжится локальное аварийное отключение электроэнергии. Помимо этого, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве остаются без водоснабжения около 80% жителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. Также он заявил, что около 350 тысяч квартир в городе остались без электричества. Россия с 10 октября активизировала обстрел украинской территории. Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей Украине. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ровенских областях, в Харькове и Киеве. Обломки, сбиты украинскими военными, ракеты упали в одном из населенных пунктов Молдавии. В некоторых зданиях выбиты окна, никто не пострадал, об этом сообщает МВД Молдавии. Обломки ракет упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины. Район оцеплен, на месте работают следователи. В результате инцидента никто не пострадал. Украинские власти сообщили, что сегодня утром 31 октября российский беспилотник атаковал дамбу Днестровской ГЭС на территории Украины, расположенной в 10 километрах от дамбы Наславча в Молдавии. Российская атака не повлияла на дамбу, есть повреждения, но угрозы наводнения нет. Портал Nord News обнародовал видео, снятое камерой наблюдения на месте. По словам журналистов, в момент падения российской ракеты был снят на видео. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении прибыли в Сочи для участия в переговорах с участием президента России Владимира Путина. Об этом 31 октября говорится в сообщении на сайте азербайджанского лидера и на сайте главы армянского правительства. Участники переговоров обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. 30 октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о перспективе того, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. В сентябре обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном. В столкновениях погибли более 100 человек. В октябре стороны регулярно обвиняли друг друга в обстрелах.
Президент Азербайджана говорил, что мирный договор может быть подписан до конца года.